Зерафимас хатырскуах телехопшча, аусура яцнацует апсуа телехопшра, а пресс-центр. Яснагипши ехаги, шияшу айфира чхаку папсуа телехопшра, а сайтаджам. Пшубзеку хатырску, а коллегача. Ехапе пресс-конференция артуа, ифсырдыр стахуб, хасасча. Акуакала кехада, хадгур харазия, яруба, сапсна, аднукат бегаускуар министр ихатыпуй, кантанием. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Открывая пресс-конференцию, хочу представить вам наших гостей. Это глава администрации города Сухум Адгур Харази, а также замминистра иностранных дел Абхазии Кантания. Добро пожаловать, Дилшаби. Коллеги, если вы позволите, первый вопрос озвучу я. Буквально на днях завершился визит абхазской делегации в Италию, где прошло сразу несколько знаковых событий. Прошла инаугурация представительства ТПП Республики в Италии, а также было подписано соглашение о намерениях между городом Сухум, Ассоциацией Европа-Абхазия и одним из итальянских городов. Кан Валерьянович, первый вопрос адресую вам. Как вы оцениваете значение этих событий? Каковы перспективы в связи с этим вот событием? Прокомментируйте, Спасибо. пожалуйста. Ну, прежде чем перейти к значению этих событий, я бы хотел сразу ответить на вопрос, наверное, который волнует большинство наших граждан. Какой же из итальянских городов выступил с стороной в подписании соглашения с городом Сухум? И почему мы не называем этот город? По имеющемуся опыту мы все знаем, что грузинская сторона после подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях, грузинская сторона всячески оказывала давление посредством своего посольства в Италии на тех или иных экспонентов власти итальянской и таким образом расторгала, вернее, приводила к тому, что эти соглашения расторгались и их юридическая сила терялась. Мы усвоили урок для себя и решили на этот раз не публиковать название города, таким образом уберечь как и мэра итальянского города от прессинга, от некого давления, так и нас самих от потери очередного соглашения. И в принципе, на данный момент мы уже видим некую реакцию со стороны Грузии. Грузинский МИД обещает разобраться с тем, что произошло и какой же все-таки город был с итальянской стороны. А что касается конкретно уже значимости этой поездки, то в принципе ее сложно переоценить. Мы не вчера начали работу в Италии, и в принципе работа велась не только по направлению подписания соглашения с городом Сухум, но также работа ведется и велась в отношении торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Как вы сказали, прошла презентация ТПП. Я бы даже сказал, я бы чуть-чуть по-другому сформулировал. В действительности мы провели инаугурацию представительства ТПП Абхазии в Италии. Чуть более глубоко объясню, что это такое. У ТПП много представительств в разных странах мира, и их юридическая форма в разных странах мира, она разная. Я сейчас не буду углубляться, говорить за ТПП, какая у них структура, скажу конкретно про данный случай, потому что мы особенно усердно занимались именно итальянским представительством. Так вот, в Италии представительство зарегистрировано на основании устава ТПП, на основании абхазского устава ТПП, то есть абхазские учредительные документы были зарегистрированы в Италии. И, соответственно, получилось официальное зарубежное представительство ТПП. Прошла инаугурация торгово-промышленной палаты, прошла также презентация Абхазии. ТПП подготовила фильм на итальянском языке длиной в 20 минут. Все присутствующие гости, а их было около 40 человек, это и местные журналисты телевидения, представители местного самоуправления, региональных властей, крупные и средние предприниматели. Все с интересом наблюдали за презентацией.
вообще ни единого звука не издавая, то есть в тишине 20 минут на одном дыхании просмотрели презентацию, соответственно, потом, наверное, подальше, может, кто-то задаст вопросы, касающиеся презентации, там, ответим более детально. И по окончании презентации Геннадий Леонидович Гагуля, президент ТПП Абхазии, выступил со вступительной речью, официально провел инаугурацию ТПП, представительства ТПП Абхазии в Италии, и далее уже после этого состоялось уже само подписание протокола о намерениях между администрацией города Сухум, Ассоциацией Европа-Абхазия и одним из итальянских городов. Вот, чтобы здесь тоже быть понятным, почему присутствует Ассоциация Европа-Абхазия. Она выступила в качестве посредника. Напомню, что это итальянская ассоциация, она зарегистрирована, в нее входят и граждане Абхазии, и так и граждане Италии, но по факту юридически она является итальянской ассоциацией, которая выступила в качестве посредника для подписания данного протокола намерения. Но опять-таки, в перспективе наша цель, зачем все мы подобные мероприятия проводим в перспективе, конечно же, наша цель это достичь международного признания не только Италии, а также и других стран. Мы не питаем иллюзий насчет того, что это произойдет в скором времени, но тем не менее, чтобы достичь цели, нужно к ней стремиться, и считаем, что подобные мероприятия, подобные шаги являются как раз-таки теми неотъемлемыми частями того пазла, который мы должны собрать, чтобы достичь признания. Потому что о нас, в принципе, мало кто знает, как в Италии, так и в других странах Евросоюза. Мы должны о себе заявлять, говорить о том, что мы не та страна, не закрытая страна, в которой до сих пор идет война, а мы страна открытая для инвестиций, для любых, значит, народов, гостей, туристов и так далее. Спасибо. А коллега-че, Астара Кохимума? Адгур Рафет и Паша, Рашахи Самопастара. Аква акалаки, Италия пиакалаки руаки и рыбжарца зайку шахатра. Хукаха дасьяму за нас гиябан заходу харахзы. Сескунула дары ходоп, рияйку шахатра вишкуса чаза азрейджин. Я хатала одного пиаусквар министра джин, хатала кантания, бриус джин. حران يدرو زرق خب نسوي في أوروبا بي حنتكرر كرقم بي أكل كيل مرنك حري حب يكش حتى رزمو شوتلانديا بي أكل كوبرياشتخ ويا بيشر غلاندي غير زخن أي بيشرشتخ في أوروبا بي أكل بي كلاكيو بي حنا بخد زحويس ويا دقي خجر خكلاك كرت خغن ورتاكلك كودارا يكلك دوكو وجرخ ذا حرث خمس ركخب خورتكي أكثر كورج حق دربغيد وبريوس شدرولو درتوسي مريض زم يزارا ويدرا النقب بريوس كور مينستر يدري كشحتني قرزار وبرخلا زين رمت زما أزرا وبريزح نخوشي كام ترتقوب أخي حبر أكلك كوري حبر حق دربغيد وبريوس شدرولو ويادي سفرست خوب وبرزنتاتي ويقن إيطاليا بي أجرو أسوسياتي يقول وبري كتا نخمت أسوسياتي ريحبتشا در خطال ريحب يخطب وي ناس يحبر يلا خو أقن رزق دار وقخور يردر كل برزنتاتي هايكشرا كرام تيجي نبينا غير الله بس يريز خوبش زبسني أزكنا يتخذ فيلم ينخوبش داري يرجع بخيد ونسيرا آخر ما تسرق وبيربط كقوب نسبري يا درخوا تزيجوا سواء يحرك ليفكو بيقرصوا ليفكو بعجقوا نسبسنا كلمة لا بسبر الله داري يبشو
حقيقة زتب في واي سويانا قد نقنق دري رجحت داري رتشوب تسخرا رجي دري خشت خو حشد قلت حشد سخراوت بس يقولون هجو كرحون داري بزينة حردر قلت وبري وبرد بيقوب درا نسور ترزب بوليتيكا غزم درا نس ويا اسوسياسيا زحن أخا حرقي حتى مخاكو يتحترب أنا هو سورات حترب ناس دري أوروبا حند كرك ودرا دري يخوب شوي وجيت لك خوتزر نس جرمانيا قوية خوب شوي دقيرتك نس هاي وسيب يقو حند كرك وارثي قرد زيد حيزان حمزوح ويجي وبلقمت وس وتوب الشاب زي خود حسويانك حابخق يراك لك خطرنا تشابسنقة رارا از بخوات نيقزر وش فرقة حمت زيد خ بخير راحت هيت خ وش فرقة نيقة حمت زيد يزبنزر ويرزنك وش ولا قر ابني حقوي تكون نق يتصح يرتخي حتى خو برخي والغلط ايوه коллега Абсолютно просто, Дмитрий. Расскажите просто для людей, которые вот не знакомы с дипломатической терминологией, что означает протокол о намерениях в общем, и в частности вот именно данный протокол, что означает для Абхазии? Вот, знаете, я буквально, чтобы не быть голословным, буквально вот покажу, вот он сам протокол о намерениях, да, это документ на итальянском и абхазском языках, причем он был подписан в 8 экземплярах, для того, чтобы каждая сторона могла себе взять по несколько экземпляров. Все экземпляры имеют одинаковую силу. Что такое, по сути, протокол о намерениях? В данном случае это не международное соглашение. Это документ, он, в принципе, его название говорит само за себя, где стороны договариваются о каких-то намерениях, к которым они будут стремиться в будущем. Конкретно в нашем случае, в протоколе о намерениях с этим итальянским городом, в основном акцент был сделан на экономическую составляющую, на развитие экономики, на обмен бизнес-миссиями. То есть стороны условились каждый год обмениваться бизнес-миссиями. В принципе, мы с этим долго затягивать не будем. Уже в сентябре месяце ожидается по приглашению мэра города Сухум уже ожидается первая бизнес-миссия. Вот, и в принципе мы надеемся, что подобный договор не останется лишь на бумаге, а мы постараемся его максимально имплементировать на территории, как на территории Абхазии, так и на территории Италии. Насколько возможно будет вообще сохранять такое инкогнито, скажем так, долго? Вы знаете, хороший вопрос. В действительности грузинская сторона, как я уже говорил, заявила о том, что она начнет, так скажем, расследование с целью выявления того города, с которым было подписано вот данное соглашение. Честно говоря, если задействуют дипломатический канал, это, конечно же, быстро все выяснится. Тем не менее, наша душа чиста, а мы со своей стороны решили не подвергать опасности наших итальянских друзей, не озвучивать название города. Поэтому, в принципе, может быть, даже как-то нас обойдет стороной вот это вот, так скажем, прессинг Грузии посредством их дипломатических каналов официальных. Потому что, то есть, МИД Грузии, имея посольство в Италии, может абсолютно официально, легитимно действовать с целью предотвращения каких-либо наших контактов с итальянскими друзьями. Гуров Федорович, очень интересно, конечно, обычному человеку, далекому от дипломатии, от всех этих вот важных документов, для чего это Сухуму? Зачем нам это нужно? Ну, згреб хирглон и рах ванткар я тахуб. Ванткар аз видари хадоз цару безбензер хара Европа шахар трах тахзер. وتقال والله قرب يرزنك خونين ويحرا بيز المينستر إيطاليا قام حزنيزو يلقاو
ويقوم تقال ونلقو ووكلنا قوب يرى أخ عام تقرأت أخزم يخي حري حقنا حوا داري رتشنام تحتوزخي زنك أشي ناورد لقد فيزر كزوم أخ وبرانز الشح وصول لرو ويحب الزار خدم زر غلاب أخ شو كرزة وفي سنتيبر زة делегация ناو ну яо مكان ناس промышленник تشرو وبرتنا هو أي تحت ليفك أي تحت نحق ودر هيدا بري صورت كوي إيطاليا خكله شوز نحق ودر هيدا وبري يشيو واحد ودر هيدا ну и говорит ودر هي نالو يا نمالو يجيو يا نالو زر ناس وبري خوش لحقلنا قرقلوت وبري يراد زر جينس يشوي درو شوي خزمو كوب أكي экономикалы حخود حرا يراكله كي نسيور قلش راتشوب وفيرا ليفك حب كتجو عزوتخ переработка أكله كي جو زرالود ناس درا رختا در رزقي ناس بستازرو سو политик سويجي промышленник سويجي يدحلو ناس يختو واد يخد سحوم دار ويدوق جد نرقد ناس زيوينه حنيبخن شجيجا خحزق يزز وون يلاتو ويد تنوا دار حيقو بخيد انتريس شتي خيد سنيو دقي محزيتخا تسجيم بوح بيتا بستجي برد عنا راح شق وحنخاشك وجي يبرد سجيم بوسا وحرك وغيزيد وصوب أدوني شيء شكو بس ويبدر العرب ورا انتريسكو شكلا نجا شامت وش حرا أمريكا يحبيجا حزنتيوم إيطاليا يحبيجا حزنيوم أخا داري رزايقو ويجو نير الفوت ورترلا ناس إيكونوميكا لزنك حيد حول آخر وي ناس يتيجي политика خيانة قرال الفوت ويقوم ب ناس أكلا كإنتريسي политика بس إنتريسي Коллега Шазарова. Конечно, очень любопытно понимать, кто будет работать в нашем представительстве в Италии. Это люди, которые вообще что-то знают о нас, о нашей культуре, или это, может быть, люди, которые абхазы там проживают? Расскажите. Вы, наверное, уже слышали это имя, это Вито Гритани. Он посол по особым поручениям МИД Абхазии. По совместительству представитель ТПП, вернее, глава представительства ТПП Абхазии в Италии. Вот Геннадий Леонидович на инаугурации официально это озвучил. В принципе, вы знаете, это человек, который уже на протяжении 3 лет посвятил свою жизнь полностью, посвящает ее полностью Абхазии. Он изучает максимально глубоко, начиная с истории, заканчивая повседневными нашими какими-то проблемами, старается максимально быть рядом с нами. И я должен сказать, что абсолютно бескорыстно. Это все-таки надо подчеркнуть. Человек полностью отдает всю свою энергию, все свои связи и контакты нам, ничего не прося взамен, абсолютно. Нам такого уровня люди необходимы, потому что зачастую у нас, к сожалению, так бывает, что какие-то международные аферисты пытаются тем или иным образом нажиться на политическом и международном статусе Абхазии. И, конечно же, мы должны пресекать подобную деятельность. Но что касается Вито Гритани, то здесь человек проверенный временем, видно, что он от души болеет за казус Абхазии, я имею в виду с точки зрения дипломатии. Он, помимо всего, является еще руководителем Международной дипломатической обсерватории, которую он представляет, которая призвана популяризировать саму дипломатию, объяснять ее людям, организовывать дипломатические мероприятия и тому подобное. То есть этот человек, в принципе, на сегодняшний день и уже в последние 3 года он представляет наши интересы, помогает нам представлять наши интересы в Италии и будет продолжать это делать.
Какую реакцию получил визит нашей делегации у итальянских СМИ? Вы знаете, самую неожиданную, именно с положительной точки зрения, реакция хорошая. К сожалению, так совпало, это вот на выходные дни было, да, вот наша презентация, она прошла в пятницу, а далее следует суббота, воскресенье. Поэтому не так много статей вышло именно в выходные дни, но вот вчера, сегодня уже начинают в сети появляться разные статьи. Я вот здесь с собой принес распечатку. Ну, они все на итальянском, сейчас переводить, наверное, не буду. Но в целом все очень положительно, вплоть до того, что везде уже наконец-то начали указывать правильное название нашего города, Сухум, без «и» в конце, да. И в целом новости, которые выходят, они достоверные, они полностью передают то, что в действительности произошло, включая даже вот в одной новости, сегодня я прочитал, очень красиво и позитивно описали тот фуршет, который торговая палата подготовила по окончании презентации. То есть вот прошла инаугурация, презентация Абхазии, подписание протокола о намерениях, и далее следовал фуршет, который состоял из наших сыров, вин, аджинджук, аджика и так далее. И итальянцы с удивлением просто все съели, всем все понравилось. И, соответственно, вот об этом один из журналистов очень приятно и красиво написал, что вот не только у нас, говорит, в Италии производятся сыры, высококачественные сыры и вина, ну и вот в новой для нас Абхазии, цитирую. Замечательно. Коллега, если позволите, пользуясь тем, что все-таки вы здесь, не задать этот вопрос, наверное, будет неправильно. Внешнеполитическое наше ведомство очень много работает над вопросом признания нашей страны за пределами. И вот Адгур Афетович до этого говорил, что вы начинаете с самых низов до самых верхов. Как обстоят дела? Вот не преувеличу, если скажу, что МИД Абхазии и все его департаменты ежедневно ведут работу над признанием, над достижением дипломатического признания, международного признания Абхазии. Вы знаете, и геополитическая ситуация сложная, и в принципе наш с вами казус, да, то есть абхазский казус в дипломатии, он не так прост для разрешения. Хотя существуют уже примеры, такие как и Косово, и Палестина, и Тайвань, которым можно следовать. Но у каждой из вышеперечисленных стран своя все-таки ситуация, как и геополитическая, так и экономическая. Мы выкладываемся максимально, используем все имеющиеся контакты, стараемся установить какие-то новые контакты, действуем максимально прозрачно. Конечно же, в большинстве случаев встречаем преграды, но на этом мы не остановимся, цель обозначена четко, поэтому так или иначе мы к ней придем. Мы понимаем, что это не произойдет быстро, и ожидать какого-то быстрого результата в дипломатии, в принципе, как таковой, это не совсем корректно. Дипломатия не торговля, я постоянно это говорю, мне такое сравнение нравится. В торговле произвел, продал, получил выручку. В дипломатии так не получается, это длительный процесс, требующий много затрат, как и человеческих ресурсов, так и финансовых, экономических. Но тем не менее мы не то что начинаем с низов, да, мы уже долгое время работаем над этим для того, чтобы выйти на региональный уровень. Вы, наверное, знаете, слышали, что вот некоторые регионы Италии признали Крым российским, да. То есть прецеденты существуют, мы над ними работаем, просто у нас ситуация слегка отличается от других ситуаций, поэтому, чтобы донести нашу точку зрения, мы должны чаще встречаться, будь то с итальянскими коллегами или с другими коллегами из Евросоюза или других стран, чаще встречаться, нужен личностный контакт, нужно приглашать их сюда, показывать, что в Абхазии есть потенциал. Здесь сюда можно инвестировать на частном уровне. Вот совсем недавно первый итальянский ресторан в Сухуми открылся. То есть существуют примеры, которые мы можем даже использовать.
Я думаю, что все-таки рано или поздно мы придем к тому, к чему стремимся. Мы абсолютно в этом уверены, надежду не теряем, энтузиазма хватает, и мы будем продолжать работать над этим. Спасибо. Гуру Федорович, если позволите, и вам вопрос, пользуясь тем, что вы у нас в пресс-центре. За время, пока вы находились в Италии, в Сухуми разгорелись такие очень жаркие страсти по поводу незаконных разных строительств. Я хочу по этому поводу задать вам вопрос. Набережная Махаджиров. Очень много об этом говорится. Говорится о том, что там какое-то капитальное строительство и так далее. О том, что администрация то ли знала, то ли не знала. Не знаем. Какова ситуация? Расскажите немножко нам. Еще в конце прошлого года ко мне обратилась одна фирма, попросила дать разрешение на строительство сборно-разборных одного кафе и нескольких магазинов. Это ларьки, да, мы ставим на лето ларьки. Вот такие ларьки, только более современные ларьки, тоже они будут убираться зимой, ставиться летом. Само кафе тоже, значит, там, конечно, оно не должно развалиться, это же не маленький ларечек, естественно, фундамент не глубокий, фундамент бетонный, а сама конструкция, она сборно-разборная. И я дал согласие на его строительство, но мы пока не успели оформить документы. Но это наша вина, город задержал выдачу этих документов, потому что, вообще чиновничество так работает, ничего с этим не сделаешь. Но они вкладывают в город 50 миллионов. Это существенная сумма для города. Я еще не знаю ни одного примера такого, чтобы люди за свой счет, вы если видели, они начали облагораживать вот эту прибрежную часть, красить ее, поменяли лампочки везде, и эти работы продолжаются, и я считаю, что это в интересах города, там не будет спиртных, это будет детское кафе, по всей набережной нету ни одного детского кафе, и как вы знаете, даже ни один туалет не работает. Они обязались отремонтировать туалеты, облагородить набережную, если мы им разрешим построить вот это кафе и несколько магазинов. Я дал на это согласие, и я считаю, что это правильное решение. Для города они там ни одно дерево не трогают, не строят. Это будет одноэтажное. Ходят слухи, будто там пятиэтажное что-то строят. На самом деле это одноэтажное строение, которое украсит город. Коллега, азара кошумамзер пресс-конференция харкшует и того бидудзен хатарску хасасча. И того харас фарстахуб баштах сихчай яшам зрак хаба бинуqat министерство я обрячкун я радичкун на кантания и чипа дари рачук тмашат закпа я рубра хинза азгисиш клапшон я рехм юпкаша и таши гылаша дара أبسنا جار حمام يجيب بس الزحو يرس فرستخوب يحمو أبريزة أشكون شو حمو يما شاكو يمباك أبسور دقو درا إيطالياني سفكر زهري حق يحبسو بخم يفقاش الله عايز قزاش الله واجرمو باي وراي تنخرا أي كورا يويزرا يرا حدقوز جوزجي يرا بري حبولز خزة يموزيت بري حنتكر ماشين الله حنقول يويز شراكون يسخنا دري مركون حنقزجو جراح حزجو ساعات حكيتنا حنرميش زيت وبس يبزيني حبليت زيجي يزبزورو بس يقواشكون شرب يراب خد نرجلنا يتوب حياس فرستخوب كنادي لانيدي بجاجوليا يرا يكرش ماجمجي أبري جرا سابسيتي محيط بخنجيش بشكس زخصو خص دار
ساعات شتي تسرجي بس يكفر السندلة بس خاك سيسل شروحة خا يرى بريزي شاعي توز تقول غيتها بس تخوب حابري خصوص بزيامي بس نزح نكر الساعة تندزح بس يخيتي ونعون ريجي كتوب حرس ورستخوب يزلخوه كولكتيف كتوب حرس ورستخوب تبوب حشاح عايش شجر زجزنك يتبوب هي حاقب شوز زيجي يعيب حيوك شرقنزة